Опера-легенда «Карапулат» уже сама становится легендой. Кажется, что постановка живет своей собственной жизнью. Ее можно было бы сравнить с гениальным артистом, который начал свой путь на сцене, вырвался на свободу и теперь гордо заявляет о себе всему миру, гастролируя по фестивалям и собирая заслуженные признания и награды. На этот раз опера, где одной из главных действующих лиц архитектурный памятник, и в этом ее уникальность, стала лауреатом золотого диплома Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» по имени первого архитектора Санкт-Петербурга, создателя Петропавловского собора и других шедевров петровского барокко. В этом году на премию было подано 1123 заявки из 74 стран мира. И опера «Карапулат» стала обладателем золотого диплома. Татьяна Тимошенко заглянула в закулисье. Сидишь, как будто бы у тебя вот душа расширяется как-то, и потом сжимается уголь. Потом из этого угля здесь пламя, и вылетают души девушек. Понимаешь, вот вылетают прям потихоньку вот так. Да, мурашки там, да, это удивительно. «Карапулат» – опера, поставленная на сцене Тинчуринского театра, рассказывающая древнюю легенду, уже сама становится легендой. Золотой диплом в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации» теперь в Казани, старейшем татарском театре драмы. Торжественная церемония награждения золотым дипломом премии, которую неофициально сравнивают с «Оскаром» в мире архитектуры и дизайна, состоялась в Эрмитажном театре на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. На конкурс было подано более 1200 заявок. «Золотой Трезини» – единственная премия, отбирающая новые архитектурные, реставрационные, дизайнерские проекты, имеющие художественную ценность для включения в состав музейного фонда. Там из 36 стран жюри сидят. 36 стран. Около 70 членов жюри. Понимаете, какой масштаб? Рядом с нашим театром стояла там нью-йоркская какая-то студия театральная. Автором проекта стал художник-постановщик Владимир Самохин. Копия исторического здания в Древнем Болгаре, выстроенная на сцене, и сама стала действующим лицом, движется, крутится на 360 градусов. Если говорить о технических параметрах, вес сварной конструкции более 10,5 тонн, особые условия для размещения, высота сцены, ширина театрального круга. Когда мы в Москве ставили вот этот спектакль, я почти 3 дня искал сцену. Вот малый театр нас принял потом. Ну, чтобы еще круг. Везде 8 метров, 9 метров круг. А у нас 10 метров. Но более надо 10 метров. И высота у нас должна быть не менее 8 метров. В малом театре, когда ставили в Москве, там я сначала думал, люди придут ли? Нет, мест не было. Там весь технический состав, они стояли в переходе и смотрели. Такого еще мы не видели. Вот малый театр, это Москва. А дома и стены помогают. Впервые черную палату внутри исторического здания Тинчуринского театра середины XIX века выстроили в 2015 году. Тогда состоялась премьера оперы. Возобновили спектакль спустя 7 лет в мае этого года в честь празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Декорации готовили за полгода до премьеры. Такой работы еще у нас большой не было. Это ткань двунитка, и вот она клеится клеем. Жатка называется такая технология. Это мы все камни, руками. Да, это все форму ткани придавалось, да, потому что это же камень, мы не могли гладко приклеить ткань, то есть это вот технология жатки, мы изобразили, что это все камень. Приходилось и вниз головой также красить, держаться там за какие-то там девочки меня тоже держали, вот, но это как бы не страшно, это уже мы привыкли к этому, это желание работать на этом проекте, оно как-то все равно выше стояло все-таки. Внимание к деталям, чтобы было все как в жизни. Камень горел, но не сгорал, чтобы в битве искры летели от ударов меча об щит, чтобы история любви, преданности и подвига звучала так, чтобы каждый открыл для ответов на вечные вопросы свое сердце, заглянув не в рассказанную историю, а в себя. Когда мы только начинали писать этот спектакль, мы первым делом поехали в Булгары, к реальной черной палате. И я поехал туда, конечно, в поисках вдохновения. И я помню свои чувства, когда я там впервые оказался. Это были одни чувства.
когда состоялась премьера на сцене театра, вот с этой декорацией, я помню, как я снова поехал в Булгары, буквально там спустя месяц, по-моему. Я к этой черной палате уже совершенно с другим чувством подошел. У меня было ощущение, что она живая, что у нее действительно есть эта история, я ее знаю, я ее слышу. И я надеюсь, что вот эта постановка, которая будет показана в разных городах, регионах, может быть, даже странах, она еще зрителей привлечет в Татарстан, в Булгары, чтобы они однажды увидели ее живую, настоящую. Опера, созданная при поддержке Фонда Возрождения и лично первого президента Татарстана Минтимира Шаймиева, стала не столько знаковым проектом, а детищем большого коллектива. И как выросшее дитя она вышла за стены родного дома. Постановки состоялись и на открытом воздухе, в исторических декорациях Булгара, и в гостях на московской сцене. И каждый раз аншлаги и ни одного равнодушного из уже тысяч зрителей. Любое произведение, если оно удачное, оно приобретает собственную жизнь и живет самостоятельно, независимо уже от авторов. Это произведение тоже из такого же ряда. Каждый спектакль отличается от предыдущего. И обязательно будущий спектакль будет отличаться от настоящего. Опера «Легенда» Кара Пулат – постановка, где оживают древние камни и где одно из действующих лиц, сама Черная палата Булгар, собирается в путь. И вновь при поддержке Фонда Возрождения. На следующий год Кара Пулат подан на большие гастроли. Мы хотим по городам, регионов и Татарстана проехаться вот с этим спектаклем. И еще... И повезете декорацию? Да, повезем декорацию, да. Ну да, обязательно. Это 2 фуры. Потому что, должны увидеть вот это чудо. Это Кара Пулат, это, так скажем, чудо. Чудо, это надо... нельзя рассказать об этом. Человек должен почувствовать. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин. 7 дней.